соат бо вақти душанбе 17:30 баъд аз ним соат дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе дар майдони хонагии дастаи истиқлол бозӣ байни дастаҳои истиқлоли шаҳри душанбе ва файзканди ноҳияи восе баргузор мешавад. барномаи футболи тоҷик аз раванди баргузории ин бозӣ барои шумо қисса мекунад. то оғози бозӣ ҳанӯз вақт аст. дар варзишгоҳ ба ғайр аз масъулини дастаҳо ва кормандони телевизиони варзиш ки пахши мустақими ин бозиро таъмин мекунанд дигар касе нест. камера чорум шашум кадр бигиранд. инак муддати мадидест ки бо иллати паҳншавии коронавирус бозиҳои чемпионат бидуни мухлис баргузор мешаванд. истиқлол то баргузории ин давр бо касби 28 хол пешсафи ягонаи ҷадвал мебошад. файзканд ҳамчун навкори лигаи олӣ ҳамагӣ 2 ғалаба ба даст оварда 5 бозиро мусовӣ анҷом дода бо 11 имтиёз дар миёнаи ҷадвал қарор гирифтааст. дар даври пешин истиқлол дар сафар бар локомотив бо ҳисоби бузурги 0-3 пирӯз шуд. як голи истиқлолро эҳсони панҷшанбе ва дуи дигарро алишер ҷалилов заданд. файзканд бошад дар майдони худ бо куктош ки ҳамакнун сармураббии худро иваз кард мусовӣ 0-0 намуд. то оғози бозӣ мо имкон пайдо намудем бо сармураббии файзканд тоҳир муъминов атрофи интизорӣ аз ин бозӣ ва вазъи феълии даста суҳбат ороем. пештоз бояд бигӯем ки чунин иттифоқ афтода ки дар ин барнома ҳамаи ҳамсуҳбатони мо бо забони русӣ суҳбат карданд. Взяли Джозефа Феума, взяли Сестру Равшана, защитника взяли, Узокова, Ходжа Акбара взяли с Лига Артадаза, Саидмухтор Азимов, Систикова взяли в аренду, значит, Солихов Шараф с Хаджинта пришел и Икромов Абус Кокпырша пришел. Вот, сбалансировали состав, теперь ребята немножко должны притереться, я думаю, что сейчас игры, август месяц, смотрите, 6 игр идут. Замены нужны, усиления нужны, поэтому кто август месяц удачно пройдет, тот, я думаю, останется в высшей лиге. Почему у вас много ничей? Что-то не хватает, да? Что-то не хватает, наверное, фактор своего поля, понимаете. Ну, мы играем в Кулябе, как бы они нас хотели поддерживать, но все равно, когда есть команда Равшан, никогда там фактор своего поля не будет. Там весь город живет Равшаном, там никто не живет Файзкандом. Поэтому на следующий год, видите, этот коронавирус немножко сбил с темпа. Там было заложено, что будет строительство стадиона, наш стадион, который в совхозе, что его в размерах увеличить. Мы во второй круг там играли. Ну, так получилось, в этом году придется доиграть в Кулябе. Ну, ребята почувствовали дух высшей лиги сейчас? Почувствовали, значит, ну как, смотрите, в первой лиге они играли игры, когда им пропускали гол, они могли 2-3 забивать. А сейчас здесь один гол решает, кто выиграет, кто проиграет. Что можно ожидать от этой игры? Ну, сложно, команда, еще раз говорю, становится. Становление идет команды. Посмотрим, если ту установку, которую я дал, если они сейчас выполнят, ребята, я думаю, поиграем, интересная игра получится. Самое главное, ребята, чтобы не стушевались. И, ну, пробел, конечно, мы, опять же, я перешел на натуральное поле, мы работаем на натуральной траве. Сейчас на синтетике, как поведут ребята, как будут играть, ну, посмотрим. Ну, почти все команды играют с Истиклолом вторым номером. Вы тоже будете играть? А с Истиклолом нельзя играть первым номером? Кто играл с ними с первым номером? Это только команда, которые сбалансированы, укреплены полностью. В играх АФК можно, да? Да, но... Команду, которая играет первым номером с Истиклолом. Я не знаю, я вот в прошедших годах, когда я работал последний год в ЦСКА, в 2018 году, ну, поверьте мне, мы 2 игры обыграли Истиклол, одну игру сыграли, лишь одну игру проиграли. Там команда уже была поставлена. Я думаю, что здесь тоже, если команду поставить, мы тоже будем. И весь таджикский футбол выиграет от этого, если когда с Истиклолом хотя бы немножко даешь бой, будешь играть, все-таки грант нашего футбола, да, который выступает в Азии, показывает красоту таджикского футбола, и когда с ними
У них в чемпионате будут несколько команд, которые смогут им дать бой. Не так, как вот один раз вот Хатлон дал им бой такой. Но это мало для Стеклова. Надо, чтобы они были постоянно в тонусе. Это надо, чтобы 3-4 команды могли с ними играть. И тогда они будут прогрессировать, и тогда будем прогрессировать мы. Насколько подписали контракт с Пайскандом? Контракт подписан до конца года. Посмотрим, как руководство, выполним ли мы задачу. Задача стоит такая, значит, остаться в высшей лиге и как можно выше подняться. Если изъявит из руководства, будем работать, не изъявит, но это уже не от меня зависит. Спасибо, удачи вам. Ладно? Давайте. чунин як суҳбати вежаро бо бозингари дастаи Истиқлол Искандар Ҷалилов низ оростем. Искандар, чему запасе сидим? Тренер такое решение принял, что надо дать другим игрокам шанс. Сезон длинный, всех надо испробовать и посмотреть, кто как выглядит, в каком состоянии. Травмы нет у вас? Да? Не, все в порядке. Готовились к игре, все нормально. Что можно ожидать от игры с Пайскандом? С Файскандом, я думаю, всегда надо ожидать, кто против нас играет. Все они настраиваются против Истиқлола, все хотят свою лучшую игру показать. Истиқлол на данный момент лидер, и все хотят на уровне Истиқлола выглядеть как минимум достойно, а то и обыграть. Ну, Файсканду пожелаем удачи, а мы выйдем, свое дело будем делать. Это вас мотивирует вообще-то, когда все настраиваются на то, что с вами играть на высшем уровне? Не, у нас мотивация простая, то есть это контрактный договор, это имя клуба Истиқлол, который мы ценим, уважаем, и каждый день мы должны работать и за этот бренд, за это имя должны доказывать, что мы заслуживаем этого места в клубе. Истиқлол укрепился в этом трансферном окне? Да, к нам добавился Амирбек Журабаев. Вот. Я думаю, это усиление в нашем клубе. И также Ахтам Назаров вернулся. Это все игроки, которые на них можно полагаться, и они могут своим опытом и, скажем, своими лучшими качествами только добавить лучшую и красивую игру для Истиқлола. Эта длинная скамейка, конечно, поможет в Африке играть еще? Я думаю, когда длинная скамейка, всегда для тренера удобно, комфортно, в плане того, что он может выбирать между игроками, кого ставить, и не дай бог какая-то либо травма, или же просто, скажем, нужна замена, чтобы человек отдохнул, сезон длинный, плюс предстоящие матчи АФК, и сборные есть, но надо иметь на вооружении дополнительные силы. Прогноз на игру можете? Прогноз на игру, я думаю, 4-0. Истиқлол. Ну, удачи вам. Спасибо. қабл аз шурӯи бозии маросими супоридани ҷоизаи беҳтарин мураббии моҳ баргузор шуд. беҳтарин мураббии моҳ Виталий Левченко, сармураббии Истиқлол дониста шуд ва ҷоизаро директори муассисаи давлатии телевизионии варзиш Парвиз Нориён ба ӯ супурд. инак бозӣ оғоз шуд ва Истиқлол ба сифати авлавиятдоштаи ин дидор дар ҳол ибтикори бозиро ба даст гирифт. албатта шогирдони Тоир Муминов мехостанд ба чемпиони феълии кишвар дандон нишон диҳанд, аммо касбияти футболбозони Истиқлол боло гирифт ва онҳо дар миёнаи қисмати аввали бозӣ бо кӯмаки Муҳаммадҷон Раҳимов ҳисоби бозиро кушоданд. идомаи нерӯсанҷӣ боз ҳам ҷолибтар мегардад. Муҳаммадҷон Раҳимов дар муқом ба тамошои чунин бозиҳо ба виҷа бо ширкати пешсафи мусобиқа сармураббии мунтахаби Тоҷикистон Усмон Тошев ташриф меоранд. албатта устухонбандии мунтахаби моро футболбозони Истиқлол ташкил мекунанд, аммо аз миёни бозингарони дастаҳои дигар дарёфт кардани футболбозони ояндаи мунтахабро касе маҳдуд накардааст. бо истифода аз ин фурсати комил мо бо сармураббии мунтахаби кишвар аз бозии ҷараёндошта ва албатта мавзӯъҳои вобаста ба мунтахаб суҳбат оростем. Как игра? Ну, вы знаете, хорошая игра. Но единственное, здесь, конечно же, видно, что более мастеровитые игроки Истиқлола. И вот я смотрю, меня радует то, что сейчас вот Амирбек в Истиқлоле добавился и очень хорошую роль играет, и вот от него все пасы вот идут вперед, и это очень радует. И интересный состав сегодня у Истиқлола. А то, что их соперники, конечно же, неплохие. Вот я вижу 4 новеньких игрока.
Вот те, которые игроки даже у нас в олимпийской сборной были, кандидаты в сборную, тоже неплохо, но им, видимо, нужно еще время, чтобы немножко сыграться. Все-таки второй тур. Но неплохо, немножечко уверенность бы еще им. Если бы, я думал, что они составили бы спокойно, эпизодически играют, а эпизодически где-то уступают, просто уступают. Вы пришли на кого-то конкретно посмотреть или вообще? Нет, конечно же, конкретно. Тут, во-первых, меня интересует команда «Стекло». Тут в основном у нас костяк команды, вы знаете, в сборной все наши эти игроки. И плюс я знал, Шарафа хотел посмотреть, Мухтора хотел посмотреть, как они на сегодняшний день выглядят очень хорошо. Ахтама хотел посмотреть, потому что давно я его не видел. Он был в Бангладеше. Неплохо сегодня, уже намного лучше, намного лучше. Некоторые специалисты говорят, что если костяк команды состоит из игроков одной команды, это хорошо. Да. Некоторые специалисты считают, что нет. Это плохо. Ну, не скажу, что плохо, это хорошо, потому что они в одной команде, и сыгранность есть, взаимопонимание есть. Но есть другая сторона, когда вот мы сборную приглашаем их на сборы или на игры, команда остается без игроков. Без игроков. То есть в этой команде план рушится, тренерский план. Вот это тоже сторона есть. С одной стороны вроде бы хорошо, а с другой вот немножко есть проблематично, что всех игроков мы забираем, и получается, что они без работы остаются. Это тоже. Ну, с другой стороны, вообще сборная должна быть сборной. Там, да, самые. Ну, вот так получилось в Таджикистане, что все лучших собрали в Истыклоле. Вот вратарская линия хотел бы спросить, как у нас сборная? Не, вратари у нас очень хорошие. 3 вратаря у нас сейчас есть очень хорошие. Ну, конечно, доминирует это Рустам. У нас есть Киргизбоев и у нас есть Мухриддин, парень, который тоже сейчас постепенно начинает. Очень интересный, добросовестный, работяга мальчишка. Эта линия, да. Вот единственное, у нас линия обороны в центре где-то мы хотим, чтобы была конкуренция. Тоже хорошие ребята, но ищем ребят, чтобы еще найти пару человек, чтобы в центре защиты у нас было там не 2, не 3, а вот 5-6 человек, чтобы была хорошая конкуренция. А так все позиции постепенно подтягиваются, улучшаются. Вот. Вот именно по таким играм, вот когда дебютант играет и чемпион играет, можно вообще что-то оценивать? Конечно, тяжеловато. Вот мне бы хотелось бы, чтобы скоростя были большие, высокие скоростя, да? Скорость, сила, чтобы должна быть, единоборство. Вот видите, вот сейчас они играют, практически все стоят, да, стоя. Эпизод как-то взрывается, а в основном стоят. А когда национальная сборная играет, надо 90 минут в таком темпе играть. Когда они привыкают в таком темпе играть, вот стоя и забивать 3-4 гола, а там этого недостаточно, чтобы обыграть сейчас Монголию, надо 90 минут бегать. Мьянму 90 минут, я уже не говорю, там топовые клубы, Иран или там Корея, Япония, Австралия, да, это совсем другой уровень, конечно. Поэтому хотелось бы, чтобы скорость, ну, видите, не заставишь их, вот на таких спокойных скоростях они забивают 3-4 гола, конечно. С одной стороны, это хорошо для клуба, а для меня, как тренера сборной, это очень так, да. Я всегда, когда прихожу на футбол, хочу, чтобы увидеть скорость. Ну, нету ее. Вот видите, вот все стоят. Да, вот, все стоят. Да. Вы знаете, вот сегодня поступило сообщение, что перенесли основные игры. В октябре мы должны были играть с Монголией, а в ноябре должны были сыграть Япония и Мьянма. Перенесли на следующий год. Сроки еще неизвестны, но перенесли точно. Но в сентябре мы хотим сыграть. У нас есть договоренность с Узбекистаном 3 числа и товарищеский, и 6 в Эмиратах. Я думаю, что послезавтра, где-то через день, мы будем уже знать, насколько это все. Вот 15 числа должна определиться. 14-15 числа. Ну, вы состав сформировали уже, да? Конечно. Мы вот 17 числа соберемся в сборной на 6 дней, будем готовиться, будем смотреть еще раз. Ребят, готовиться будем к этим играм. А Файсканду что не хватает сейчас? Я думаю, что время, опыта не хватает. Ребята молодые, многих я тут не знаю, хотя они давно играют здесь. Опыт, я думаю, что... Потому что игроки из Тыкова очень много в год играют международных игр, а это дает о себе знать. Сборы проводят, правильные сборы, выезжают. Это вот сказывается на этом уровне, сказывается. Спасибо, удачного вам. Да, спасибо вам, спасибо. дар қисмати дуюми бозӣ Тоир Муминов бо тағйирот дар ҳайати даста хост раванди бозиро иваз кунад, аммо Истиқлол ҳамона ҳуҷум мекард ва ахиран ба онҳо даст дод ки боз дарвозаи Файзкандро рах накунанд.
манучер ҷалилов дубли навбатии худро анҷом дод ва бо 12 гол дар садри нишонзанҳои чемпионат қарор гирифт. баъд аз ин ғолибият истиқлол мавқеи бе ин ҳам устувори худро дар садри ҷадвал қавитар намуда боз ҳам як гоми дигар барои дарёфти унвони навбатӣ гузошт. ин дар ҳолест ки мақомдори зинаи дуюм хуҷанди хуҷанд ин ҳангом дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолият бозии худро бо бурдноком ё ба истилоҳ аутсайдери чемпионат локомотиви душанбе мусовӣ анҷом дод. инак бозии байни дастаҳои истиқлоли шаҳри душанбе ва файзканди ноҳияи иҳвосе бо ҳисоби бузурги 3-0 ба фоидаи истиқлол анҷом ёфт. дастаи истиқлолро метавон бо ин ғалаба табрик кард ва албатта ба мухлисони дастаи файзканд гуфтанӣ ҳастем ки рӯҳ афтода нашавед, албатта ғалабаҳо дар пешанд. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи футболи тоҷик ба анҷом мерасад. ҳамеша футболро дӯст доред.